Добрый день, дорогие друзья! И мы сегодня с нашей новой книжкой пришли в гости к Александру Подголову. Здравствуйте! Здравствуйте. Вот у нас очень часто бывает, что не хватает хороших авторов. И бывает так, что случайно находим. И очень интересно получается, когда эти авторы уже не живут в Якутии, но очень близки с ней. Вот, например, Кан Георгий Филиппович, вы сказали, что лицо знакомое, да. Он у нас работал в молодежке, а потом очень долгое время работал в сфере МВД. А потом он уехал в Москву и там тоже работал до пенсии в сфере МВД. И вот такая книга «Крыша» – это, как утверждает автор, истории из реальной жизни, которые происходили в Якутии в 90-е наши бурные годы. Вы, наверное, их очень хорошо помните. Вот, например, здесь есть рассказ «Огонек» называется, да? И в ней приводится история о первых перегонщиках с Дальнего Востока автомобилей сюда. И криминальная история с этим связанная, да? Вот молодой человек расследует криминальную историю своего соседа, друга, у которого дети уехали покупать джип и пропали по пути. Скажите, пожалуйста, вот такие ситуации у нас в 90-е годы на слуху были, наверное, да? Много было. Ой, да, это было сплошь и рядом. Но вот меня Бог миловал, мои друзья, они попадали в всякие передряги, но чтобы кто-то пропадал, такого не было. Но то, что их и в Приморском, и в Хабаровском крае там останавливали, полотили, были различные стычки, стрелки и прочее, это было просто в порядке вещей. А когда вот это вот начиналось в 90-е, а когда это закончилось-то? Мне кажется, это в начале 2000-х и закончилось. Когда начали серьезно наводить порядок. Вот, я не собираюсь тут лишнее вешать медали Владимиру Владимировичу Путину. Вот, но именно порядок стал приходить именно когда он стал уже президентом, и уже в первую очередь нормализовалась именно вертикаль и горизонталь МВД, ФСБ, всех правоохранительных органов, прокуратуры, следственных комитетов. Вот когда серьезно, по-моему, взялись вот за эти структуры, вот тогда именно, по-моему, был наведен порядок. Мне сейчас трудно проследить, потому что я сам-то не водитель, хотя я помню, что в ассоциации подросток вот эта машина перегон была одна из первых. И я помню, как меня та же милиция, меня остановили, арестовали, и я доказывал, что эту машину купили, а мне говорили: откуда у тебя такие деньги? Я говорю: она в 6 раз дешевле, чем «Жигули». Поэтому они не верили, что такая машина стоит гораздо дешевле, чем «Жигули». Поэтому были такие нюансы. Поэтому вполне возможно. Скорее всего, что есть там, наверное, с какими-то художественными отступлениями, добавлениями. Вот тут еще есть повесть «Глаз стрекозы». В те годы, говорят, была поставлена на широкую ногу мафия, не мафия, скажем так, вывоз алмазов прямо с добывающих фабрик. И здесь очень интересные методы этого вывоза привозятся, да, как в косы заплетали женщины. И был налажен сбыт именно через приезжих, скажем так, не из самых дальних мест. Вот насколько вот это говорят, что были очень даже громкие дела по поводу вывода. Буквально же еще 3 или 4 года назад раскрыли одно из последних, где женщина выносила в большом количестве алмазы. Вот там же такие досмотры, как это вот возможно? В 90-е, я понимаю, это беспорядок. Наверное, вот все-таки я могу только, я честно могу сказать, все это было на уровне слухов. Вот, но он как работник МВД, наверное, все-таки лучше знает. Тем более он работал именно там. Много было всяких слухов, сплетен, то там кого-то поймали. Но это все было на уровне вот таких вот. Бабушка рассказала, да? Да, там кто-то кому-то рассказал. И, потому что все-таки
мы ведь жили в Якутске, а вот как там через Мирный, я вот сказать не могу. Достаточно далеко, и, Да, возможно, ну, скорее всего, что, наверное, было. Мгм. Все-таки было. Потому что у нас там же обогащайтесь, это а каким образом уже людей никакие ни моральные, ни нравственные уже, так сказать, преграды не останавливали. Тем более, наверное, в такие сложные Да. годы, да, когда уж вопрос на выживание Да. шел. Здесь еще странным образом влился рассказ, который называется «Утес». Но это более исторический рассказ, даже больше легенда. О том, как одни из первопроходцев, казаков, отравились осетром. И стоит на утесе большой крест в память об этом событии, что целая ватага вот отравилась, они не знали, что надо вынимать вот эту белую, как она называется, штуку. Вот тоже интересно. Ну, это, я думаю, что это вполне возможно было, но опять же возникает вопрос, ведь это тоже были сибиряки, неужели они не знали, как готовить осетра, тем более такие опытные путешественники. А где этот утес-то? Ну, тут это надо книгу читать. Да, и... Да, там конкретно Утес еще и это на крест. Лени. Да, это На на Лени? Лени. Это на Лени. Ой, я что-то не помню, чтобы у нас где-то был ледяной утес, и на нем стоял бы крест. Ну, вот это можно прочитать, да, действительно, как красивую легенду, в принципе, возможную, да. Но здесь еще есть один Ну, мне очень... кажется, еще и в каком количестве Да, казаков съесть, отравилось. да. Ну, там человек 5 или 6. Ой, я что-то сомневаюсь. Ну, Вот. прямо, прямо до смерти, что так? Да. Ой, ну нет, что-то. Вот я знаю многих, которые вот эти вещи не знают, что ее надо вытаскивать, и съедали, и это. Ничего не Ну, тут, происходит. наверное, больше проще к медикам обратиться, да, насколько это возможно. Наверное. Есть тут еще рассказ «Овес» называется. Вот это, наверное, вам ближе всего будет, потому что в этом рассказе приводится время нашей легендарной молодежки. Угу. Когда там работали Владимир Николаевич Федоров, когда там работали Ирина Феоктистова. Я думаю, вы очень хорошо со всей этой плеядой Да. знакомы. Тамара Сергеевна, главный редактор, наверное, была, Да. Шамшурина. Да, там было очень интересно. Там Эдуард Волков, Инна Феоктистова, Журавлевы, Валера и Женя. И Доставалова, я уже сказал, да? И, ой, ну там очень много, всех не перечислишь, и при том они все были очень такие интересные. Вот. Кстати, там и Яна Угар Да. была, поэтому совсем юный. И там был клуб «Репортер», который дружил с подростком. И там вот как раз вот такие ребята вышли в свое время, вот там тот же Бабаров, знаете, да? Да. Бабаров, Вадим и, ну, и другие ребята. Миша Романов, который сейчас в Якутске вечерний проводит. Ну, очень много. Мы дружили. Вот это вот была очень-очень яркая такая плеяда, и действительно молодежка тогда была таким передовым, наверное, да? Нет, там еще, знаете, наверное, как можно сказать, Ольга, там были они как бы настоящие журналисты. Подход был такой журналистский. Вот мне до сих пор, когда я сейчас сравниваю, у нас могут брать интервью по телефону, да. Ну, я этого не понимаю. А там нет, там же приходили и не раз интервью брали. Вместе отвечали, вместе как бы очень серьезно работали. То есть неформальное отношение к делу. Совершенно неформально. И не было этих банальных вопросов, которые сейчас меня просто добивают иногда вот эти ваши творческие планы. Какие ваши творческие планы в ближайшее или время? опять там, расскажите о подростке. Бог мой, я уже столько раз рассказывал о подростке. Конечно, я о уже, подростке уже... Да, уже просто не могу рассказывать. Все да? все знают. Очень банальные вопросы задают сейчас. Поэтому, а там они сами по себе были очень интересные личности. Вы меня заинтересовали, прям захотелось уже даже прочитать. Прочитайте, даже я не знаю. Надеюсь, он мне пришлет. Потому что я обязательно... Георгий, вы ему напишите, потому что у меня библиотека, у меня все книги подписаны авторами. Мне дарят. В том числе и
Владимир Федоров, которого вы назвали, его книга, там есть Алексея Черткова. Георгий Филиппович, вы слышали? Угу. Мы очень ждем от вас подписанную для Александра Григорьевича книгу из Москвы. Можно наложенным платежом. Отлично. Если что. Ну, такие книги у нас выходят, скажем так, не так уж и редко, но, к сожалению, остаются немножко за кадром. Ой, вот мне порадовало только то, что вы хотя бы это начинаете делать. Потому что не только это остается за кадром. У нас, да, конечно. У нас, извините, у нас Пастернак, Достоевский остаются за кадром, а вы говорите. Ну да, у нас просто, наверное, это происходит из-за того, что слишком мобильное информационное поле, да, и не всегда до людей доходит, что можно прочитать. А это действительно очень качественно сделанная книга. Очень хороший рассказчик, очень интересный. Конечно, много вопросов возникает по поводу художественного вымысла, но тем оно и интереснее, наверное, разгадывать. Да, ну вот меня заинтересовало, просто хочется как современник, как участник этих событий, наверное, было бы мне интересно прочитать. Тут еще есть повесть, называется «Улыбка Мадонны». Если коротко, то это история о летчике, который в 90-е, 2000-е годы остался без работы и подвязался, значит, работать в Африку. И там он водит наш самолет «Чебурашка», который там называют... Ну, это чешский, который, наверное, Алла. Нет, наш. Не Чебурашка, нет. Ну, бог с ним. Бог с ним, да. Мы сами пилоты. Насколько вот это реально, сколько у нас в те годы уезжали высококлассные пилоты, которые вот он, например, летал на северах, да, достаточно был, наверное, востребован. Нет, ну, насколько я знаю, и переучивались очень многие, на Боинг ездили, но я знаю, что и очень много, которые, правда, уехали туда. А вот насколько там Африка, Азия, ну, трудно сказать. Ну, почему нет? Потому что по другим-то смотришь, все-таки, когда говорят, что там российские летчики летают, ну, российские это же не якутяне, в том числе. Конечно. Поэтому может быть. Ну, вот это вот очень интересно. Но тут я говорю, что может быть. Наверное, надо спрашивать людей, которые живут в аэропорту. Да, кстати, может быть, к летчикам обратиться. Да. Ну и отходя немножко от нашей книжки, еще раз показываю вам. «Крыша» называется, автор Георгий Кан. Насколько вам нравятся вот такие, ну, какие книги вам вообще нравятся? Детективы, вот такие истории из вашей бурной молодости, скажем так, или современные? Нет, я, конечно, люблю читать вот такие публицистические или даже художественные литературы, которые так или иначе относятся к моей молодости, вообще современникам, которым я являюсь. Мне интересно, но сказать, чтобы я сейчас вот кого-то нашел, чтобы меня прямо так тронуло, к сожалению, я не могу. Что, например, последнее у вас? Нет, ну из последних вот оно не запомнилось, вот, потому что как-то все это вскользь. Я на самом деле сейчас больше читаю такого исторические мемуары, которые туда. Я обещал вот своему другу Чикачеву одолеть книги, которые он мне подарил про русское устье. И наконец-то я заканчиваю. Вот, у меня там аж 3 книги. Это его отца, его. Это вот то, что я из последнего прочитал. Ну, про классику я даже спрашивать вас не буду. Я знаю, что вы хорошо любите классику, да, у меня любите есть поэзию. И у меня просто есть 3 автора, которые я просто беру и читаю, когда у меня настроение плохое или хоть. Это вот Андрей Битов, Антон Чехов и О. Генри. Вот рассказы. Вот они мне такие вещи не нравятся. А по поводу стихов я не могу себя назвать любителем, да, таким прям фанатом. Но я читаю стихи, и если они мне западают, то вот такой вот есть, прям западает, думаю, вот это классно. Человек сложу. Я, кстати, вот ваше стихотворение там Соловьев. Про Соловьев. Жарят. Жарят соловьев. Да.
Я маленько думаю, что вы не то сравнили, потому что все-таки он ушел добровольцем, да? Но вот это само стихотворение мне понравилось. Да, это просто оно, скажем так, на эмоциях было написанное, поэтому, наверное, к нему возвращаться будем. А давайте мы с вами договоримся теперь, что если у меня в нашей редакции художественной литературы будут выходить какие-то интересные книги, я буду приходить с подписями от авторов, и мы будем обсуждать эти книги. Хорошо. Обязательно. И, Оля, у меня вот Георгий, если он увидит, Георгий, вот он, да, Георгий, видите себя? Русская община Республики Саха-Якутия проводит конкурс. Членом жюри одного из них вы являетесь. Да, Он на является крыльях стерха и жар птицы. И у нас там есть номинация «Проза». Поэтому, Георгий, подавайте заявку, участвуйте. Да, Участвуйте. это еще совсем молодой писатель, Да. скажем так. И участвуйте, как раз вы можете стать лауреатом нашей общественной премии русской общины, которая уже в этом году, в 23-м, будет уже проходить 4-й раз. Ольга, а вы по поэзии все-таки будете членом жюри, надеюсь? Конечно, неизменно. Спасибо вам большое, дорогие зрители, что были с нами. До новых встреч. Пока.